Кого Путин вернет в состав России следующим? Аибга – единственная иностранная территория, на которую претендует Россия. Мы часто слышим обвинения в адрес России, мол, она должна вернуть те или иные территории. То Курильские острова, то Калининград, то Крым, то часть Карелии. Интересный момент, почти все эти регионы начинаются на букву «К». Совпадение? А что если развернуть вопрос в другую сторону? Есть ли у самой России притязания на земли, принадлежащие другим государствам? На удивление, да. И речь идет всего об одном единственном участке, претензии на который Москва не скрывает. Что же это за место, Аибга? На первый взгляд, это звучит странно. У России огромная территория, более 17 миллионов квадратных километров. Что может быть интересного в еще одном крошечном кусочке? Может, идет речь об Аляске, 1,7 миллиона квадратных километров? Или о Северном Казахстане, который нередко вспоминают в политических дискуссиях? Или хотя бы о Донбассе? Нет. Единственный случай, когда Россия официально заявляет территориальные претензии, это участок всего в 160 квадратных километрах. Мало того, этот клочок земли расположен не где-то на побережье или в центре промышленного района, а в горах. Живет там совсем немного людей, и экономическая значимость места не очевидна. Для понимания масштаба, 160 квадратных километров – это примерно 17% территории Москвы в пределах МКАД, или половина небольшого города, вроде Сургута. В масштабах всей страны это даже не погрешность, это 0,1% территории. Но несмотря на мизерность площади, спор тянется уже почти век. Называется этот населенный пункт Аибга, точнее, это горная местность, включающая в себя село Аибга и прилегающие склоны и леса. Территориально она располагается на границе между Российской Федерацией и Абхазией, примерно в 50 километрах от Сочи. Интересный нюанс. Деревня находится по обе стороны реки Псоу, которая и является границей. В буквальном смысле, одна половина – российская, другая – уже за границей. История вопроса. Село оказалось разрезанным еще в 1928 году. Но тогда это был чисто административный вопрос внутри одного государства – СССР. Земли были распределены между РСФСР и Грузинской ССР. Это казалось неважным, ведь страна-то одна. Более того, в 1988 году советские власти с российской стороны даже дополнительно передали Грузии несколько участков. Тогда никто не думал о грядущем распаде страны. Но в 1991 году СССР исчез. Границы между республиками стали реальными государственными границами. И вот тут начались сложности. Аибга внезапно оказалась на стыке России и независимой Грузии. А позже, после конфликта в 1992-1993 годах, на границе с Абхазией. Однако активного конфликта по поводу этого участка долгое время не было. Только в 2011 году, когда Россия и Абхазия начали процесс демаркации, то есть точного определения границ на местности, стало ясно, что позиции сторон расходятся. На данный момент Абхазия контролирует спорную территорию де-факто. Но Россия утверждает, что согласно историческим документам и картам, эти земли должны быть возвращены ей. Почему это важно? На первый взгляд кажется, ну кому вообще интересен какой-то горный клочок земли, где никто особо не живет? Но тут работает принцип. Даже если речь идет о микроскопической доле, любая территория – это символ суверенитета и границ. Для России 160 квадратных километров – почти ничто. Но для Абхазии, которая занимает около 8600 квадратных километров, этот кусочек – почти 2% от общей территории. А это уже значимо. Разумеется, политический контекст тоже играет роль. Абхазия находится в теснейшей связке с Москвой, от безопасности до экономики. Россия – ее главный партнер, спонсор и защитник. Тем не менее, в вопросе Аибги абхазское руководство демонстрирует самостоятельность,
и отказывается передавать землю. Юридические тонкости. Как всегда в подобных ситуациях, истина кроется в документах. Все зависит от того, какие карты и договоры считать легитимными. Вариантов множество, от советских актов до современных соглашений. Доводы могут быть приведены обеими сторонами. Одна из ключевых сложностей – отсутствие универсально признанных границ. Например, многие страны мира не признают независимость Абхазии, а Россия, наоборот, признает ее государственность и сотрудничает с ней на межгосударственном уровне. Таким образом, и спор по Аибге ведется в рамках диалога между двумя признанными сторонами РФ и Республикой Абхазия. Это отличает его от конфликтов, где один из участников – непризнанное государство. Перспективы урегулирования. На сегодняшний день спор далек от острого конфликта. Стороны ограничиваются заявлениями и техническими консультациями. Нет ни митингов, ни ультиматумов, ни военных движений. Тем не менее, вопрос периодически всплывает. Особенно в моменты, когда обсуждаются инвестиционные проекты, строительство, развитие туризма, ведь Аибга расположена близко к курортной зоне. Решить ситуацию можно только через соглашение. Вариантов несколько: либо оставить все как есть, де-факто, либо провести новые переговоры и заключить договор о корректировке границ. Почему этот вопрос почти никто не обсуждает? Возможно, дело в том, что тема кажется слишком незначительной для широкой аудитории. На фоне международных кризисов и глобальных тем спор за 160 квадратных километров малоприметен. Но для тех, кто занимается вопросами границ, картографии, суверенитета, это серьезный кейс. К тому же Россия не хочет выглядеть в глазах Абхазии как страна, которая требует кусочек в обмен на дружбу. Это испортило бы отношения. Но и игнорировать вопрос полностью она не намерена. Поэтому пока спор тлеет, а не горит. Аибга – это, возможно, самый скромный территориальный спор в новейшей истории России. Он не о нефти, не о полезных ископаемых, не о выходе к морю. Это спор принципа. Для России это напоминание, что любые границы должны быть четко оформлены и подтверждены. Для Абхазии – вопрос престижа и контроля над своей территорией. Время покажет, как он будет разрешен. Возможно, стороны придут к компромиссу. А возможно, еще многие годы Аибга останется своеобразной белой точкой на карте российско-абхазских отношений. Россию нередко упрекают в стремлении расширить свои границы. Однако на практике у нашей страны сегодня есть лишь один открытый территориальный вопрос с ближайшей Абхазией. Причем интерес России сосредоточен не на побережье или природных богатствах, ни курортов, ни ископаемых на этом участке нет. Речь идет об отдаленной, труднодоступной зоне в горах, где почти нет населенных пунктов, одно село с парой десятков жителей. Площадь спорной земли тоже весьма скромна, всего 160 квадратных километров. Это менее 1/100-тысячной доли всей территории России. Для сравнения, это примерно как ноготь по отношению к телу человека. Логично задаться вопросом, зачем России вообще нужна эта земля? Регион практически непригоден для сельского хозяйства, промышленности там тоже не развернешь. Все завалено скалами, оврагами и снежными хребтами. Но, как ни странно, возможно, именно это и привлекает внимание. Территориальный спор имеет глубокие корни и тянется еще с советских времен. Тогда РСФСР и Грузинская ССР не могли договориться о принадлежности этой области, хотя фактически ею управляла Грузия, ныне Абхазия. После развала Советского Союза тема на время исчезла из повестки, но в 2011 году переговоры возобновились. Попытки определить границу дипломатическим путем снова не увенчались успехом. Абхазия в этом споре вполне понятна. У нее ограниченные ресурсы и крошечная территория, менее 9000 квадратных километров, это меньше Московской области в 5 раз. Каждый участок для нее действительно важен. Но зачем это России? У меня есть две возможные версии. Они не подтверждены официально, но кажутся логичными.
Причина первая – олимпийские инвестиции. Обратите внимание, дипломатическая активность усилилась в 2011 году, как раз в период активной подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи. В частности, строился масштабный курорт Роза-Хутор. Если взглянуть на карту, можно заметить, что горнолыжные трассы подходят практически вплотную к спорному участку. На схеме видно спорная зона внизу, подъемники синими линиями. Самый южный расположен всего в 3 километрах от границы с Абхазией. Такое соседство не способствует расширению курорта. Статус пограничной зоны ограничивает строительство и создает логистические сложности. Если бы участок оказался в составе России, это позволило бы упростить эксплуатацию склонов, проложить новые подъемники в южном направлении, развивать экотуризм и походные маршруты. Пейзажи там действительно уникальны, я лично бывал в тех краях. То, что сегодня простаивает, могло бы приносить стране стабильный доход от туризма. Повторю, я не утверждаю, что это должно быть реализовано. Речь только о вероятной логике интереса. Причина вторая – транспортное соединение. Вторая версия – стратегическая. Правительство давно ищет способ напрямую соединить Сочи с Кавказскими минеральными водами, Пятигорском, Кисловодском и так далее. Сегодня добраться по земле от Сочи до КМВ – настоящее испытание. Более 550 километров серпантина, время в пути от 10 часов до суток при плохой погоде. А если бы появилась прямая дорога, около 300 километров, время в пути сократилось бы до 3-4 часов. Это открыло бы колоссальные перспективы для единой туристической зоны, море и горы в одном туре. Один из проектов трассы пересекает как раз тот самый спорный горный район. Часть дороги со стороны Кисловодска уже построена до Архыза. Судя по рельефу, наиболее рациональным было бы продолжить ее именно через территорию, по поводу которой идут споры. В этом случае и логистика становится проще, и туристы не будут пересекать границу. Вот такие у меня размышления. Замечу, я не поддерживаю идею пересмотра границ силой. Но если есть здравый смысл и обоюдная выгода, дипломатический компромисс возможен.